Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа «Новости» в студии Насиба Гулямова. Добрый вечер. Уважаемые телезрители, начинаем наш выпуск с, несомненно, главной исторической новости. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, для участия в церемонии запуска первого агрегата Рагунской гидроэлектростанции прибыл в город Рагун. Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, на временном аэропорту строительной площадки Рагунской ГЭС встречал премьер-министр страны Кохир Расулзода. Также для участия в этом поистине историческом событии в Таджикистан прибыли высокопоставленные представители различных стран мира, в том числе Российской Федерации, Италии, Индии, Пакистана, Афганистана, Белоруссии, Украины, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, других государств и влиятельных международных и региональных организаций и учреждений. Вот в строй первого агрегата этого грандиозного энергетического объекта стала главной новостью в зарубежных средствах массовой информации. Торжественная церемония запуска первого агрегата Рагунской ГЭС транслировалась в прямом эфире по всем телевизионным и радиоканалам страны. В то же время это важное мероприятие широко освещали свыше 200 отечественных и зарубежных корреспондентов страны, авторитетных международных информационных агентств из Америки, Италии, Германии, России, Японии, Великобритании, Китая, Пакистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других государств. Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в начале на участке строительства Рагунской ГЭС, сдав в эксплуатацию 500-киловольтную линию электропередачи Душанбе-Рагун, осуществил заветные мечты и чаяния таджикской нации. 500-киловольтная линия электропередачи Душанбе-Рагун была создана в рамках проекта реконструкции и строительства 500-киловольтной линии электропередачи в районах республиканского подчинения. Общая стоимость проекта составляет 650 миллионов сомони. Данный проект был начат еще в 2017 году. Завершение реализации проекта согласно плану намечено в августе 2021. Затем основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, дал официальный старт деятельности закрытого распределительного элегазового устройства Рагунской ГЭС. Монтажные работы оборудования комплекса закрытого распределительного элегазового устройства были завершены на высоком качественном уровне в феврале 2018 года с участием опытных отечественных специалистов. На этом крытом объекте установлено 19 элегазовых станков по 500 киловольт и 4 элегазовых станка по 220 киловольт. Передача электроэнергии с этого объекта в единую энергетическую систему страны производится посредством 6 воздушных линий электропередачи мощностью 500 киловольт. Также с этого оборудования посредством двухцепной линии мощностью 220 киловольт подается электроэнергия по электрической подстанции города Рагун. Деятельность этого мощного центра создана в сотрудничестве с известной компанией Siemens на высоком качественном уровне. Именно с этого зала посредством оборудования производства известных мировых компаний электроэнергия, которая вырабатывается на Рагунской ГЭС, будет передаваться на высоковольтные линии электропередачи и осуществляться подача электроэнергии в единую энергетическую систему нашей страны. 16 ноября 2018 года в истории государственности суверенного Таджикистана стало поистине важным и судьбоносным событием, устойчивым шагом для достижения полной энергетической независимости. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон в торжественной обстановке ввел в строй первый агрегат Рагунской гидроэлектростанции и тем самым дал старт деятельности этого крупнейшего сооружения века, который будет способствовать развитию и прогрессу Таджикистана. Наступил исторический момент торжества национальных чаяний, подведения итогов самоотверженного труда и уверенного достижения суверенным Таджикистаном полной энергетической независимости. Начало ярчайшей страницы истории новейшей государственности таджиков, которая непосредственно связана с именем Созидателя,
вдохновителя и руководителя этого судьбоносного объекта, основателя мира и национального единства, нашего лидера, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона. Многочисленные гости и строители этого грандиозного объекта стали свидетелями этих незабываемых исторических событий. Во время торжественного запуска первого агрегата Рагунской ГЭС глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что все жители страны, дорогой Таджикистан, в годы независимости ждали этого счастливого дня. И сыны Родины, имеющие честь и достоинство, специалисты, строители, денно-ночно трудясь, построили этот исторический и судьбоносный объект и навечно освободили нашу нацию от нехватки электроэнергии. Уважаемые телезрители, мы продолжаем наш праздничный выпуск. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, принял вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между правительством Республики Таджикистан и этой авторитетной всемирной финансовой организацией. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, выразил благодарность Всемирному банку за признание важности строительства Рагунской гидроэлектростанции и в деле обеспечения энергетической независимости, прозрачный анализ и взаимовыгодное сотрудничество. При этом стороны обсудили вопросы взаимовыгодного сотрудничества, финансовой поддержки для достижения устойчивого развития, различных аспектов развития, реализации стратегических целей Таджикистана и повышения уровня жизни населения, при этом высоко оценили его результаты для обеих сторон. В настоящее время при поддержке Всемирного банка в нашей стране реализуются 17 государственных инвестиционных проектов в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства, водоснабжения, энергетики, транспорта, экологии. На встрече также обсуждались другие вопросы, интересующие обе стороны. Great pleasure and honor. И для Всемирного банка это большая честь и радость принять участие в церемонии открытия первого агрегата Рагунской ГЭС. Для нас также была большая честь встретиться лично с президентом Республики Таджикистан, с лидером нации, основоположником мира и единства. И моя команда, мы обсудили наши дальнейшие шаги сотрудничества. И Всемирный банк также берет на себя обязательство продолжить финансировать различные программы, в том числе в секторе энергетики, для того, чтобы удостовериться и обеспечить, что народ Таджикистана, каждый его житель имеет доступ к электричеству, и то, что это электричество может быть также одним из драйвером или фактором экономического роста Таджикистана посредством ее экспорта. Как вы знаете, мы находимся в финальной стадии разработки нашей стратегии сотрудничества со страной, которая именно определит наше пятилетнее сотрудничество с правительством Республики Таджикистан. И в рамках этой стратегии будет уделен особое внимание и акцент таким вопросам, как водные вопросы, оказание поддержки региональному развитию и такие направления, как образование и развитие в раннем детском возрасте. Уважаемые телезрители, сегодня все мы с вами испытываем эмоциональный подъем, хорошее настроение. На всех центральных площадях и проспектах столицы были установлены специальные мониторы, посредством которых граждане могли наблюдать за тем, что происходит и происходило сегодня в эти вечерние часы в Рагуне. Уважаемые телезрители, таковы главные новости сегодняшнего выпуска. Он посвящен запуску первого агрегата Рагунской гидроэлектростанции. Мы поздравляем всех вас с этим важным историческим событием в жизни каждого таджикистанца. Будьте здоровы и смотрите телевидение Таджикистана.